Это ж в этом году 75 год. Куропатов, можно сказать, коли лечить, что с 37-го года. Юбилей, и для меня юбилей народжения 75 год. Батька ведал про мое народжение, хотя он был уже в турме. Мама, вот, коли я народилась, добилась свидания с батьком. Ну, у них был знакомый юрист, и як рассказывал батьков сябра Олесь Осипович Пальчевский, коли его судили, и он этого хлопца знал, еще коли учились разом. И он до его звертается, як до сябра, а той каже: я тебе не сябра, тому як ти ворог, а я тебе сужу. Но, тим не менш, мама бачила батьку, батька бачив немовлятку, недоношенную, але живую. Обоим им стало кепска, и маме, и батьке. И он был дуже истерзан допросами. Олесь, до речи, был свідком. Он в той час так само был в турме. И когда Олесь рассказывал, что его вели только на допросы, для Штурнова с допросом, то для Штурнова сам идти не мог. Его долгая постать просто волосилась. У нас был хорошим сябром семьи Афанасий Федорович Ковалев. Коли сам он был уже в турме, може, каже, и вашего батьки я чул голос. И день и ночь кричал человек. И коли запытал, кто это, чему он так кричит, каже, поэт звар'ятелый. Вот что такое той час, прежде чем людей отправить в Куропаты. Так и он каже, може и твой, а може и не твой, ну поэт. И они все приняли наступство улады по-своему, но не перечили, покуль не зразумели, что их сябры один по одному стали спускаться у яму. Это мне дуже нагадывает, мы на Заславской живем, и там есть яма еврейская, гетто. Вот к тому дому, там яма. Сверху ямы жилой дом стоит, але зроблены фигурки, які спускаются в эту яму. Несчастных, кто уже там похованы. Для нас это было, для мамы, 10 год без права переписки, перш чым яе саму праз воршу, праз Аршанскі размерковальник по приказу отправляли в другую сторону. И она верила 10 год без права переписки. И вот, когда мы были в Сибири, в Акмолинском лагере, жен изменников Родин, так званый Алжир. Потом в Сибирь мы были накированы уже на поселение. И она весь час дивилась, чему батька нас не шукает. Ведь 10 лет прошло, он, наверное, уже дома и нас ждет. Вот дети собрали свои кубики, уже выросли, но заховали вот такую отзнаку стенки червоно-белой. Тому у меня уявление, что, а може мы и не расставались, отчуваю, что параллельно с моим идея ягоное житье. И во многом я разумею, что я не могу поступить так,
гэта пярэчыла ягоным, відаць, прынцыпам. Думаю, что ён был глубоко принципиальный человек у правде и крывде, у адносінах сяброўства, у адносінах вернасці і ідзеі, і сябрам, і гэтак далей. Ну і таму для мяне таксама гэтыя прынцыпы дуже важныя.